Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Темле». Надеюсь, сегодня мы вас в очередной раз удивим приготовлением необычного вкусного блюда. И я хочу с удовольствием вам представить гостя нашей программы, который пришел на нашу кухню, Азамат Латыпов со своей дочкой Самирой. Азамат Латыпов родом из села Череккуль Илишевского района. Кандидат технических наук, закончил Уфимский государственный нефтяной технический университет, работает в сфере проектирования объектов промышленно-гражданского строительства. С детства ведет здоровый образ жизни, серьезно увлечен сноубордом, лыжным спортом. Отец 3 детей. Что мы сегодня будем готовить? Во-первых, добрый день. Готовить мы сегодня будем наш традиционный салат «Башкирская красавица». Не такой сложный, поэтому большую часть процесса будет осуществлять и помогать Самира. Салат из самых простых ингредиентов, которые можно найти в любом продуктовом магазине. Занимает он не такое большое количество времени. Здесь у нас, как мы видим, филе копченой курицы, ветчина, сыр, яйца отварные, помидоры свежие, огурцы, майонез и, соответственно, без зелени тоже мы не можем обойтись. Самира, с чего мы начнем? С яиц. Хорошо, мы режем соломкой или пропускаем через терку? Через терку. Через терку, отлично. Вам, Николай, самое ответственное задание – это филе копченой курицы, один из основных ингредиентов. Я готов. А я примусь за овощи. Азамат, расскажите нам, как вы вообще начали заниматься проектной деятельностью? Это было в нефтяном университете, где-то на 4-м. Профильное строительное образование. Да, в том числе, так сказать. И затянулись в эту отрасль. Она понравилась, она достаточно интересная. На каждом объекте, который мы проектируем, с каждым новым заказчиком узнаю что-то новое для себя. И, соответственно, это дополнительные приобретенные знания уже можно применять при последующей работе, и в том числе и в повседневной жизни. Конечно. Сколько лет вы уже занимаетесь проектной деятельностью? Где-то порядка 8 лет. Вот я так понимаю, у вас большая семья. Сколько у вас детей, Азамат? У нас в семье 3 детей. 3 детей. Какого возраста? Старший у нас Самира, ей 8 лет. Мальчику среднему у нас 4 года. Карим его зовут. И младшая дочь, ей 10, по-моему, месяцев. 10 месяцев, зовут ее Зарима. Отлично. Самира, я так понимаю, ты уже как самая старшая из всех детей за всеми присматриваешь, наверное, да? Да. Здорово. Скажи, пожалуйста, давно тебе начали доверять готовить самой? Нет, наверное, недавно. Недавно? Я смотрю, у тебя хорошо получается. Потому что я всегда через терку теру. Я очень, у нас в основном братишка через терку берет, а я режу. Но иногда мне достается терка. Ух ты, я так понимаю, у вас борьба. Кто первый захватит терку, да? Какое у вас самое любимое блюдо дома? Что чаще всего вы готовите? В последнее время, наверное, самое любимое блюдо – это тушенка из лосятины. Тушенка из лосятины? Да, из лосятины с вермишелью. Можно об этом поподробнее? Из лосятины. Откуда она у вас берется? Кто-то у вас охотится в семье? Папа. Да. Азамат, расскажи, пожалуйста, про это свое увлечение. Честно сказать, ружье я первый раз взял тоже, наверное, лет 6 назад в руки. И это занятие действительно меня затянуло. Привело к тому, что на сегодняшний день развиваем охотничье хозяйство в своем родном районе. Да, а как ты откуда родом? Я с Илишевского района. Сегодня это хобби переросло в какой-то профессиональный дополнительный род занятий. Охотхозяйство – это серьезное, конечно, дело, да. Для того, чтобы понять суть и логику этого направления, даже дополнительно пришлось повышать квалификацию, учиться в профильном институте по специальности охотоведения и звероводства. За период обучения узнали много-много нового. И сегодня, может быть, поэтому в том числе тушенка из лосятины с вермишелью стала традиционным блюдом. Итак, мы с вами нарезали курицу, мы с вами натерли яйца и порезали помидоры. Теперь, Самира, смешиваем это все, да? Да. Хорошо, начинаем. Азамат, я так знаю, обычно те, кто занимается охотой, они увлекаются еще и рыбалкой. Рыбалкой тоже увлекаемся. Так что-то мне подскажет, что если вы что-то делаете, то это практически на профессиональной основе. С рыбалкой пока еще нет. Но увлекаемся. В принципе, наш край, Илишевский район, он богат. Белая в нашем районе, она уже
становится более широкой и Да, буквально вот так. через небольшое расстояние уже впадает Выкладывай сюда помидорки. в реку Кама. С ветчиной что мы делаем? Также нарезаем, как и все остальные Соломкой. ингредиенты. Да. Где вы рыбачите обычно? В Илишевском районе? Да, у себя. Какой улов можно назвать удачным? Какую рыбу вы ловите вообще? Удачный улов – это само наличие улова, так сказать. А рыбу, ну вот как-то мы привили, так скажем, в семье у себя, в основном у детей, любовь именно к речной рыбе нашей. Это щука, это карась, это карп. Ну и самое наше любимое – это сазан, да? Ух ты! Самира, ты Вот. любишь рыбу? Да. Ты ее жаришь или уху варишь? В основном, конечно, жарим. Ну и уха тоже Полезно. очень полезная, да. Азамат, сколько в твоей фирме работает людей? На самом деле у нас компания не такая большая. На сегодняшний день это 15 человек. Самое радостное то, что коллектив действительно молодой, средний возраст это около 30 лет. Видимо, то, что коллектив молодой, это позволяет быстрее адаптироваться к тем изменениям, которые постоянно происходят. Конкуренция у нас высокая в вашем направлении. Конкуренция очень высокая, но даже, наверное, не конкуренция самый основной момент, а это возможность и желание успевать за теми изменениями, которые есть в законодательстве. Легко, наверное, было на начальном этапе, когда мы не особо вникали во все тонкости. А, как говорится, чем дальше в лес, тем уже интересней. Как говорил наш преподаватель, философ в нефтяном университете, если представить знание человека как шар, чем больше этот шар, тем больше грань этого шара, именно как область незнания. Азамат, мы начинаем смешивать, я так понимаю, все, да? Да, остался самый сложный этап. Это правильно перемешать. Я думаю, мы доверим это дело Самире. Я думаю, мы немножко поможем. Самира, поможем что мы немножечко. сюда ложим в эту чашку? Ветчину, я так понимаю, да? Да. Хорошо. Потом Ветчина зелень. пошла. Потом зелень. Зелень. Дальше майонез. Майонез. Азамат, Перемешиваем. я тебе доверяю это дело. Почему не мне? Майонеза много не бывает, да? Да. Азамат, как ты относишься к выражению, что мужчины лучше готовят на кухне, чем женщины? Отчасти могу согласиться. Говорят, что даже Наполеон доверял только лишь поварам-мужчинам. Вопрос риторический. Доверял он, потому что они лучше готовили или почему-то по-другому. Я тут как бы... на самом деле, вкусно готовить – это, наверное, призвание. И, Полностью с тобой согласен. здесь, конечно, нельзя сказать, что абсолютно все мужчины готовят лучше всех женщин, ну или наоборот. Итак, у нас получился салат «Башкирская красавица». Наверное, теперь нужно туда добавить сыр и посыпать зеленью. Очень красиво получается. Чувствуется профессионально, то есть это явно не первый раз делают. Красота. Салат готов, можно снимать пробу. Я, насколько понимаю, есть какая-то история у вас семейная про салат «Башкирская красавица». В шутку детям иногда я сочиняю интересные там сказки, истории. У нас даже есть сказочные персонажи. Это бобер. Да, бобер и пес Барбос. Да, бобер и пес Барбос. По «Башкирской красавице» тоже есть определенная сказка для них. Это что те девушки, которые пробуют и едят этот салат, и самое главное, умеют его готовить, они становятся действительно самыми красивыми и самые сильные батыры нашей башкирской земли могут быть достойны и удостаиваются этих красавиц. Очень интересная история. Самира, ты понимаешь, что у тебя очень много шансов встретить того самого батыра? Да. Замечательно. Я думаю, все, 100%. Итак, мы начинаем пробовать наш салат. Да. Хорошо, начнем. Для приготовления салата «Башкирская красавица» нужны следующие продукты. Копченое куриное филе,
ветчина, соленые огурцы, яйца, сыр, помидоры, майонез. Куриное филе, ветчину, помидоры, огурцы нарезаем соломкой. Яйца протираем через терку. Все ингредиенты заправляем майонезом, все смешиваем. Посыпаем тертым сыром и украшаем зеленью. Да. Самира, у тебя получилось приготовить очень вкусный салат. 9 из 10 баллов. Полностью с тобой согласен. Я бы даже дал 10 из 10. А 9 из 10. По сказке, которая придумана Азаматом, если девушки будут кушать салат «Башкирская красавица», то шансы их встретить настоящего батыра очень сильно увеличиваются. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас был в гостях руководитель проектной фирмы Азамат Латыпов со своей дочкой Самирой. И мы приготовили замечательный салат «Башкирская красавица». Девочки, вы должны обязательно учиться готовить всю еду. Это вам еще пригодится на будущее. И до новых встреч. Пока-пока. И я хочу сказать, что блюдо, приготовленное с душой и в хорошей компании, всегда томле, всегда вкусно. До новых встреч, дорогие телезрители. Пока-пока. Пока.